Сухум – это не просто место на карте, это город с богатой историей, удивительной природой и особой атмосферой гостеприимства. Это город моря и солнца, древних традиций и современных достижений. Но самое главное города Сухум – это его жители. Прогуливаясь по его улицам, можно встретить великолепные особняки, увитые пышной зеленью и экзотическими цветами. Архитектурный облик города гармонично сочетает в себе буйство южных красок и величественные здания ушедших эпох. Мы знаем, какой наш Сухум сегодня, а каким он был в прошлом. Именно об этом будут рассказывать жители нашего города. Хахтна калакява сантаю ныски хоши жабашук сахацует. Вожечка хала гутариамша сгуата разаге. Арака из хаз хымпада икалак жахарада пхара изацуп дара забзи бойт. Иргуала шо чанырапха заипшро наски яхява жранца и ныргу ахтысква бартко заге харала чажут хлубзеку хараху сарпылыцки. Хлубзеку. И хымпада ту обострала хала гойт шима шарарака еще Хаваз мара. Насып дусыма нисып хадзот абра апсны акалакя қосахиз сахазаз. Ари дара сарасы насып ду. Сара рабхет шачаква ара акалакячи астет ахуджбахчах. Ала шарахзин ахуджбахчах. Сани саби снаргит ахуджбахчах. Уяштах сталит салгит акот яжет апсо школ хахантаз апсо школни алет нас стало акот университет арахит арахадзет апснапшда абрейт палу зеге биржазгов зеге абжаюк зеге халгет акот апснапи университет ай. Наше поколение знает и видит, какой наш Сухум сегодня. Каким он был лет 20-30 тому назад. Мне, например, и моим, 55 лет, и я, наверное, помню Сухум очень хорошо, наверное, с 3 лет, вот прям очень хорошо. Для меня Сухум – это садик Алашара, который был вот на Бараташвили, сейчас я не знаю, как эта улица называется. Для меня Сухум – это 10-я абхазская школа. Для меня Сухум – это 1-я сухумская музыкальная школа на горе. Для меня Сухум – это Вьем, где я, например, выросла. Для меня Сухум – это республиканская библиотека, которая сожженная была, довоенная, далеко довоенная. Вот там работала моя мама, и вот Томочки Отерба мама. Там, знаете, как это здание было ужасно жалко, потому что это тоже такое достопримечательное место было, оно очень красивое было. Там была половина БНИ и половина республиканской библиотеки. И потом эту республиканскую библиотеку построили, перевели туда. И для меня это, конечно, вот тоже Сухум, когда мы перебегали из 10-й школы туда к нашим мамам и ходили вот здесь по набережной. Для меня Сухум – это гостиница Абхазия, когда она горела, и мы стояли, плакали, и сухумчане плакали. Для меня Сухум – это наши ребята, погибшие на войне. Для меня Сухум – это учителя 10-й школы. Для меня Сухум – это наши старшие все. Вот для меня все это Сухум. Я очень хорошо помню войну, когда 14 августа моя мама прибежала, начала кричать, где мой брат, а он пошел студентам, наши ребята, вот все пошли на войну. Вот это Сухум, наверное, это Сухум. Но для меня, вы знаете, Сухум еще он, конечно, абсолютно фазилевский, к сожалению, который мы тоже не застали. Мы, конечно, что-то помним по рассказам наших родителей, но мы вот чуть-чуть уже другое поколение. Люди того поколения, того времени были совершенно другими, была другая дружба, другое общение. На самом деле так было. Это многонациональный был город. Вот почему вот мы и отличались, вот Кама, я так считаю, что тут вот жили очень много других национальностей в нашем городе. И поэтому каждый чему-то учился.
У каждого была своя определенная культура, традиции и так далее. Нам было всем всегда интересно. Ну вот, к сожалению, случилось то, что случилось. Была война, вот все это естественно. Но мы как-то стараемся этот вот код этот сохранить и передавать нашим детям. Поэтому была дружба, были определенные теплые отношения. Много, конечно, можно сейчас вспомнить. А места, куда ходили танцевать, петь, допустим, Танцевать бары, нам не разрешали ходить, да? У нас, знаете, как Сейчас там много развлечений, а вот раньше были какие-то определенные места. Илона, я, например, помню, что мы ходили, вот с школьниками мы ходили под Абхазию, вот это кафе. Потом, мы когда тоже. она сгорела, да, вот на этой стороне Акапулько, да, назывался, а Бапру нам не разрешали ходить, да. Бапру нам не разрешали, помните? Можно Нам было всегда Бамру. интересно, почему вот именно Апра запрещалась. На Бамру можно Да, было на тогда Апру наверх, можно да. было. Мы вот ходили часто, да, на Апру. Ну, в ресторан И, нельзя. конечно, пингвин. И Набережная. Пингвин – это наша визитная карточка. Какие традиции передавались в вашей семье? Вот вы с фотографиями пришли к нам. Может, расскажете про историю? К сожалению, сейчас здесь с нами не присутствует Инна Губас. На этой фотографии мой дедушка, ее отец, ее дядя, вот мой дед, Надо Выдович Чукбар. Это вот Да. отец Инны Алексей да, Алексей Калмугович Губаз, это его брат. И застолье посвящено тому, что вот супруга дяди Яши, она Ирина Элизбаровна. Элизбаровна. Вот это ее от Первая отца. учительница Вот была. такой широкий круг собран. Квартира, в которой происходит это действие, это на улице сейчас Леона, тогда улица Ленина, вот эти знаменитые сталинки красивые. И вот так вот богато вот встречали вот А тут дедушкина сестра. еще у вас... Да, это вот тоже мой дед и его брат Григорий Иванович Чукбар, знаменитый директор 10-й школы. Да. Это такое тоже знаковое очень имя. К сожалению, Вот, мы не все эти застали. традиции, вот это вот гостеприимство, как мой отцовский, дедовский, вернее, дом Чукбаровский. Надо Это в Сухуми, Это в получается. Сухуми, да. Сейчас это улица Войнакская, до войны это была Важа-Пшавела. Надо сказать о том, что в какой-то период, к сожалению, в нашей истории было так, что абхазы не жили в центре Сухума. То есть вот мой дед, он демобилизовался с Великой Отечественной войны, ему не дали здесь участка, и он вынужден был вот покинуть Абхазию, жил какое-то время вне Абхазии, в городе Орджоникидзе. А как только Сталин умер, и вот это вот последствия сталинской политики наконец стали изживаться, вот ему выделили участок, он построил дом. И второй мой дед, Ардзинба Рустам Шаханович, тоже жил в Сухуме. Вот, может быть, это как-то так звучит, нескромно, но я, правда, этим очень горжусь. Во-первых, в силу того, что, правда, абхазов в ограниченном количестве жили в Сухуме. Это сейчас для нас прекрасное такое вот общество Возможность, да. абхазское. Мы всех хорошо знаем, общаемся со многими, здороваемся. Да, тогда это вот единицы жили в городе, и я с гордостью говорю, что оба мои деда жили в Сухуме, я это очень люблю, это часть моей истории, это то, что я детям передаю. Вот эти фотографии все, это вот вытащено из альбома домашнего, и вот так вот бережно передаю это, потому что это часть нашей истории, это наша ДНК. Вот все места, которые Кама назвала, и Кама еще вспомнила Фазиля Искандера, так и есть. Вот ты, когда к нам гости сейчас приезжают, летом мы все встречаем гостей, мы их ведем вот в любимое туда, и через проживание вот этого вот, то, как они видят первый раз какой-то из мест, да, вот я еще раз чувствую, что как я это люблю. Я еще раз вот это вот рецепторы мои по-другому воспринимают вот эту набережную, естественно, гостиница Абхазия, Апра. Сейчас мы можем в нее ходить спокойно, абсолютно спокойно, свободно, не так, как раньше, да. И это прекрасно, что мы имеем возможность и поговорить об этом, обменяться мыслями. Спасибо, что вы нам дали такую возможность, такой формат. Спасибо большое абхазскому телевидению. Спасибо и вам Будем тоже надеяться, что за что-то получится открытую хорошее. беседу. Говоря вот о Сухуми, да, за что вы больше всего любите свой город?
Я люблю из-за людей, это точно. Да, я, Только из-за наверное, людей. Даже вот эта наша встреча, мне кажется, это такой показательный абсолютно, хотела сказать, ну, абсолютно такая встреча, потому что эти все девочки, которые здесь сидят, они из той моей старой жизни довоенной. Я свой город люблю из-за них. В первую очередь из-за людей. Конечно, Сухум это люди. Сухум это люди, да. Тема Это- нашего города как раз нас и Конечно. объединила тут же. То есть, когда пришел такой запрос, мы моментально вот сразу как-то вот, да, вот пришли. Вот люди. Люди, Сухум это конечно, люди. В первую очередь, конечно. А есть что-нибудь, что сейчас вы хотели бы изменить в городе? Хотелось бы передать, чтобы наши дети, наши внуки относились трепетно к этому городу, учитывали ее большую историю, тех людей, которые тут жили с поколения в поколение. Вот мне, конечно, вот когда я говорю о нашем городе, это вот наша вот прям такая тема очень трепетная, тоже такая тема войны наших ребят. Вы знаете, я вот вспоминаю, мы вот со школы выходили с нашими вот, ну, ребята все вместе выходили, проходили, вот строился вот этот двор тогда. Строился он тогда Да, уже? ну вот, он такой стоял. вот 11 класс буквально, это вот 88-й год. Ну, он И стоял, ребята да. все, неужели вот когда вот его быстрее бы уже вот типа построили? В своей жизни они не просто так положили. Все-таки нам, я считаю, Бог дал большой такой шанс построить государство и стать достойными их смерти. И мне бы хотелось, чтобы этот шанс мы, во-первых, не упустили, и были достойными тех ребят. Я очень хорошо помню войну, я помню, как сухумчане говорили, нам только надо вернуться, мы готовы спать на полу, нам ничего Да, не надо. да. И вот мне кажется, вот это вот очень важно. Это очень важно, чтобы мы в своих детях тоже культивировали. Однозначно это мы должны вот передать вот в Да, первую очередь. да. Ну а все остальное, конечно, Ну это да. дело уже других профессионалов. А мы должны передать любовь к нашему городу. Шазина школ ԥсҭазааратә ҳалацәажәозар усҟантәи аамҭеи уажәтәи еиҿҳарԥшуазар, уажәы зны-зынла арҵаҩцәа рзыҳәангьы еиуеиԥшым агәаанагарақәа рҳәоит. Шәара шәгәалашәараҿы инхаз арҵаҩык абзиара шәызҭоз ҳәа ишәыԥхьаӡоз, аԥхара шәызҭоз ҳәа ишәыԥхьаӡоз дыҟазма, дарбаныз уи шәгәалашәараҿы дынхама иахьа? Ҳара ҳашкол ԥсҭазаара даара шәгәалашәараҿы иаанхеит. Абри аамҭа ссирын. Ҳара ҳакласс даара еиҿкааз ҭеиҭԥшралагьы, ҵаралагьы, даара абри ҳаклассаҿы даара зегьы абас еизганы идыртәазшәа убыс ахәыҷы бзиақәа тәан. Акласстә аизарақәа анҳамаз иҟалалон аҭаацәа аҟынтәи абгьы даннеиуаз ангьы даннеиуа. Убри аҟара аҭаацәа ишԥасҳәари, ҩыџьагьы еиҿкаауп аҭаацәаха, усҟан иаҳа игәыцракны убри иаҳа ихагаланы абри алеишәа, насгьы ухы шымҩаԥуго, пату шрықәуҵо уҩызцәа, ушрацәажәо, ҳара ҳзын арҵаҩы ишԥасҳәари, абри исыԥшаауажәагьы сымаӡам исҳәара. Уи ҳәарада арҵаҩы ииҳәо ҟаҳҵара акәын, ҳицныҟәара акәын. Ҳара ҳашкол аҿы даара иҿырԥшыгаз арҵаҩцәа аус руан, даараӡа. Ҳара ҳнапхгаҩы, ашкол анапхгаҩы лыԥсаҭа шкәакәа Галина Александр иԥҳа Торчуа, лҩыза сара ауниверситет саналга схынҳәит ашкол ахь аусура. Арҵаҩыс аус руан анемец бызшәа. Рысҭон ахәыҷқәа даараӡа акыр зылшоз, акы еилызкаауаз, зыхшыҩ, зыпату, зыламыси иаҳаракны изкыз ашкол аҿы иҭаз ахәыҷқәа зегьы рыжәла рыхьӡ удыруан. На протяжении 11 лет, мне кажется, нет школьника, который не сбегал с уроков. Были ли места определенные какие-то, куда вы сбегали? Конечно, сбегали все И время. что вы получали после этого? Кинотеатр. Вы знаете, можно я вам расскажу эту историю? Да? В общем, у нас, значит, парк Шингба, раньше он назывался парком Руставели, там был кинотеатр. Так случилось, видать, я не помню, из какой фильма было, несколько классов 10-й школы сбежали. Да, массово. Мы все сидели там, а на тот момент у нас директором был Михаил Давыдович Губас.
Я не помню, какой фильм. Вдруг заходит, значит, мы все сидим, спокойно смотрим. В это время включается свет, заходит Михаил Давыдович Губаска, говорит: 10-я школа, встаньте. И все просто ползала встают и топают обратно в классы. Так что это было все время. Один раз, я помню, тоже за нами он прям бежал. Прямо на середине фильма, Да, на самом интересном. Мы все сбегали. в Да, этот мы все кинотеатр, сбегали. да. Ой, а нам было сложнее. Мы с нового района в город. Это было очень сложно. И наши мальчики все почему-то именно в 10-ю школу бежали. Лучшие девочки там посмотреть были. на красивых девочек. Потому что, да, была 10-я Да, и 20-я. Мы очень дружили, очень. Мы все друг друга знали в Да, выпуске. тянулись, вот именно это были две абхазские Ну, школы. еще- Конечно, мы на набережную И сюда еще была выходили, вторая гуляли, школа, с кем тоже Но мы. почему-то наши мальчики именно в 10-ю школу хотели заглянуть. Еще сбегали, Ай, не говори. Уезги, хиразалайки. Еще в кинотеатр Апсны. Он был вот, на Красном мосту был кинотеатр Апсны, он был самым большим кинотеатром в Сухума. И вот я помню, индийские фильмы мы там смотрели напоследок. Господи, боже мой, как это было давно. Танцор диско мы Да, посмотрели смотрели раз 8, 20, наверное. наверное. حجرة حتشغل حجالوزر أقوى نايسن جا كتكو يرتحالن أقوى نخوز كتكو جرمن كتكو رخيتون كتكو رخيتلوز ما فينا خوجز فيرا واقع كتن خيوتشي شري شيء زي قزاش زي بشراس خوج رقنين خاز أكتيات Ханурыштоз, школа Ханурыштоз. Убри программа сирыман хтача. Убрах хансоз нас зигяхчи захгуна рахин принц договаривались. Убрах хайцаракун. Хазыбшин дара Абхана Саусураги Халаргалон Абдуца Атакин Дахрыкхуан нас Асилит Рагиаца Хабсон Зхазебшна. Тяжелое детство. Халаргалон Браха Хахара Хазыбшин да Сара класса и Сыцтан Сюзча Бричинчур день за актер и па Саракласа Чицстан Софа Гумал Пхайс Маджения Пха Убарта на театрах брала сила сахне он премьера Конрыма Кстати, да. Чари Рама Хазыбшин Джгарда Харобра Хайзганы на саката хоч консос Харги Хайбарин Амна Дечинчор Неот Хайбарин Убрах Неон Джгарда Увекши сглалашот Джгарда клуба Джахнеон Уях Хочра нас ктола наса шезина раускан ктолы на неон харач герда ханхон. Мы джигердовцы собрались. Мы политика сирман штачапс رام تزگریها ایشار جرخ زگریها هیچ گخز یراب جرشتز خزر زحنگی بسنی کن خزر زحنگی اشکول کوی تازر زحنگی وی آی بشرا آمش تخیی چه دزدار زیرت خید یه خافرا یشته دزدرد قوما درشقالا شرشت شتخوما. Это наша боль на всю жизнь. У нас были великолепные наши друзья, которые у нас 5 человек. 5 человек вот не стало во время войны, погибли. Наши дорогие друзья. Дауд Ахубар, Замет Тарба, Зура Багрба, Аляс Ашуба, вот, которых мы можем вспомнить. Ну, да, после войны Мираба тоже не стало нашего. Конечно, вот это вот наша боль на всю жизнь, мы помним наших. Это вот относительно нашего класса, не говоря уже о том, что из параллельных классов, из других школ, и вообще наших, ну, конечно, очень. Вы знаете, много мне вообще друзей. кажется, были и знаковые ребята в Сухуме, вот, которые ушли, да, и Илона, наверное, это тоже неправильно говорить так, потому что все, кто погиб в войне, это герои, и, ну, просто кого-то мы уже знали лучше. И вот, по-моему, первая, наверное, такая страшная потеря для сухумчан, я здесь тут даже не побоюсь, мне кажется, такого как бы громкого слова, это была Абзи Гургулия. Это была большая потеря. Если бы такой, как Абзи Гургулия, остался бы живой, наверное, Сухум был другой. Вот для меня еще такая же потеря. Хасик Ганбан погиб в январском наступлении. Это тоже громадная потеря, громаднейшая потеря.
Помимо того, что она личная трагедия для семьи, для всех друзей, для нас, я считаю, что это громаднейшая потеря для нашего государства абхазского, потому что это были выдающиеся, вот сейчас о ком я говорю, это выдающиеся ребята были бы. И, конечно же, если бы они были бы живы, наверное, и жизнь у нас была немножко другая. Я преклоняюсь перед памятью всех. Вот девочки сейчас назвали Арзика Тарба, он был их одноклассником, а моим однокурсником. Мы еще и родственники были, поэтому, если говорить об Арзике, вообще никогда не думали, мы не думали никто, что с Арзиком, может, он настолько жизнерадостный был. Наверное, каждый кого-то еще может добавить, но мне вот первое, да, вот если вот как бы мы говорим о потерях, мне почему-то сразу эти ребята приходят в голову. Это невосполнимая потеря для сухумчан. Я хочу сказать о том, что вот мой выпуск был единственный военный выпуск во время войны. То есть мы заканчивали 10-ю школу в эвакуации в Гудаутах. Тогда это была школа номер, вот я не помню, рядом с музыкальной школой. И вот у нас был выпуск, нам было по 16 лет, и наш одноклассник Давид Паба воевал на Западном фронте, а на Восточном фронте воевал Тимур Будба. И вот он, бедный, погиб, и, он погиб уже после войны. В ноябре, в сентябре мы освободили нашу столицу, а в ноябре Тимур погиб. Это тоже отголосок войны. Вот недавно мы его фотографию в 10-й школе установили, нам пошли навстречу, поскольку он не во время войны, но он прошел всю войну, и вот так. Это очень больные моменты, и с возрастом ты их по-другому ощущаешь. Когда ты стал уже сам мамой мальчика, ты понимаешь по-другому вообще, что прошли матеря, что чувствовали эти мужчины, которые первыми вошли в город, установили флаг. Это эмоции, которые Господь подарил, спустил нам возможность это испытать. Мы должны хранить вот эту нашу и независимость, и нашу аутентичность. И вот вы говорили, что именно в городе, да? Наш город, он на самом деле необычен своей архитектурой. Вот эти кирпичики, эти трещинки. И не хочется, чтобы это было все новое. Пусть вот это пропитанное, вот не знаю, запахом утреннего кофе, вот эти кофейни, вот эти вот трещинки, которые мы с детства знаем, какие-то выбоины, вот в заборах, что-то, что я иду по городу, я помню вот те или иные здания. Не хочется, чтобы наш город терял вот этот облик свой, старинного города, южного, портового. Очень хотелось, чтобы вот Сухум стал таким, чтобы вот молодежь могла здесь реализовываться, чтобы она, не покидая нашего Сухума, становилась реализованной в разных профессиях. Вот этого очень хочется. Хочется, не теряя прошлого, быть современным, динамичным городом, удобным для нас всех. Я думаю, мы это правда заслужили, пройдя через то, вот о чем мы говорим. Обязательно об этом должны помнить наши дети. Не только во время и после войны наши ребята, оставшиеся, вот Марценко, он погиб после войны, потому что эти события были, там вот были тоже такие вот... Гилаев. Это как в Художеском ущелье, 2008 года. Да, вот просто вот хочется мне его вспомнить. Это он тоже был наш друг детства, наш близкий, который погиб после войны, тоже защищая свою родину. Естественно, он прошел при этом войну всю прошел, прошел войну, остался жив. И вот, к сожалению, его не стало, когда вот были зачистки вот позже. Тома, все поделились воспоминаниями Сухума. Что вы запомнили больше всего? Какие у вас воспоминания о Сухуме? Ну, у меня воспоминания о Сухуме, хотя бы даже если рассказывать о нашем причале и вспоминать корабли, большие круизные лайнеры, которые по ночам светились огнями, море сверкало от этих огней, от бликов этих огней. Запомнились булыжниковые мостовые. Особенно дорога на Сухумскую гору, это мимо нынешнего детского сада Аляс. Почему-то очень хорошо запомнилось, и до сих пор для меня большая загадка, для чего клался там асфальт, потому что они, мне кажется, настолько были прочными, они, наверное, прожили бы еще и 30 лет, наверное, и, может быть, даже и более. Может быть, кто-то вот еще вспомнит какие-то другие улицы, которые именно были булыжником вымощены. Мне кажется, это тоже все история, и, наверное, нужно, чтобы это было передано, наверное, нашим следующим поколениям. И самое любимое место, вот лично для меня, тут как-то вот девочки сидят, рассказывают о набережной, все. Но для меня настоящее место силы – это парк на фуникулере, рядом с бывшим рестораном «Мамза». Потому что именно оттуда, наверное, все-таки по ночам открывался, по ночам как? Естественно, меня тоже маленькую, туда никто одну не отпускал, безусловно, да.
Да, и не маленькую тоже, да. И именно вся панорама города, да, все сердце Сухума именно открывалось оттуда. Я особо как-то ощущался этот дух, воздух. И как-то, да, вот, да, и я по сей день даже, я очень люблю туда подниматься. Мне даже кажется, что я вот слышу голоса, я вижу, вот как будто люди гуляют, как раньше. Там вот именно всплывают, вот именно старые фотографии, старинные, возможно, даже 40-х и 50-х годов, и представляются именно дамы в этих шляпах. Рядом с ними эти галантные мужчины в красивых, почему-то в светлых нарядах. Было принято почему-то носить именно белую одежду летом. Да, в южных городах, наверное, было так. И почему-то, наверное, это место было очень живым, оживленным. И хотелось бы сегодня тоже оживить его. Говоря о стиле, нас очень часто сравнивают с итальянцами и отмечают, что абхазская молодежь очень стильная. В ваше время как одевались? Может быть, какие-то принты вы вспомните, которые были модные, какие-то модели? Что вы помните, как одевались девочки? Юбки Феличита. Да, и обязательно должны были быть вот такие красивые, Массивные, да? массивные украшения. И тогда, тогда понимали, конечно, конечно. учитывая... Это учитывали, конечно. И на самом деле мы, наши сухумские девочки и вообще девушки Абхазии всегда отличались своей красотой, можно сказать, нарядами. Да, были всегда большие украшения. Юбки Феличита, да, по-моему, были у нас. Кто-то длинные, так вот стриженные волосы, уложенные всегда, да. Ну, мы губы тоже подкрашивали, я помню, да. Так, ну да, ну мы из дома уходили без губной помады, но в городе немного там, да. А потом приходили, возвращались домой уже, да. А помните, еще дубленочки были такие? большие плечи. Да. И такие широкие ремни были. Да, широкие ремни. Ой, как мне нравится. Соблюдали талию. То есть показывали Аляски на да. манке, точно. Да, но это наша школа. Это школа, да. Вот вы знаете, я принесла фотографии, и вот фотография, Тома говорила об лайнерах круизных. Это наши мамы, кстати, вот на одном из лайнеров, здесь моя мама и Томина мама. На круизном лайнере? На круизном лайнере. А это не были они замужем, моя мама была в 68-м замужем, то есть вот приблизительно. А это фотография маминого курса. Здесь очень, я сейчас перечислю просто, кто здесь. Мне кажется, для Сухума это и Абхазии знаковые люди. Здесь и Терри Алексеевна Гогуа, да, это Алексей, да, супруга. Здесь Бориса Гургулия, жена Тютнель, моя мама, Павла Хаджиратовича жена, Эма Аншба, Нателла Акшба, Лабахуа, Архипа мама, забыла как-нибудь. То есть очень много вот таких вот, да, если вот это 79-й год, они встречались. Римские каникулы. А вот эта фотография, мне кажется, для вас будет очень интересна. Это Сухумская набережная, это до революции. Здесь Нина Фоминична, Чач-Башир-Вашидзе. Она супруга Михаила Чач-Башир-Вашидзе, который был первым картографом Абхазии, который вообще нарисовал вот эту карту Абхазии. Почему это, мне девочки до вас спрашивали, почему эта фотография оказалась здесь, просто моя бабушка и Уакугония родные брат и сестра. И он являлся, Миша Чач-Башир-Вашидзе, он крестил Ио и мою и бабушку. И вот, кстати, это мне бабушка рассказала, я об этом не знала. Вот первая Сухумская музыкальная школа, это была мужская гимназия. А там вот, где вот этот перекресток, да, вот где расходятся, там стоял магазинчик. Это, оказывается, была женская гимназия, представляешь? И бабушка говорит, то есть они их, вот Ио учился там, а она училась как бы, да. А там у вас еще фотографии. Это, знаете, что это вот тоже фотография, это Сухум 46-го года. Здесь моя бабушка и моя мама и две ее старшие сестры. А вот Сухум 61-го. А вот это, я тоже думаю, будет очень интересные фотографии. Это улица Ленина, ботанический сад. Как раз эти наши столбы. Вот Да, Да. Сейчас наши столбы так же хорошо выглядят, Да. как на этой Да, фотографии. Очень А знакомо. это очень такая знаковая тоже фотография. Это улица Ленина, ботанический сад. Мой дед и бабушка жили там, в маленьком домике, и там родились моя мама, ее две сестры, старший и брат, он, к сожалению, как бы умер маленьким. Вот ботанический сад выглядел. 30-е годы это, наверное.
Улица Ленина. Это нулевой класс 10-й средней школы, когда мы пошли. Покажите, Да. как детишки выглядели к тому времени. А это когда закончили наш класс? Да. Когда Да, наши мальчики даже, закончили, это надо вот вы. вспомнить обязательно. Да, нас отбирали, ребята, нам ой, срочно нам нужны деньги. Девчонки, скидывайтесь обязательно. Мы скидываемся, ребятам нашим даем, значит, всю эту мелочь. Тогда нам давали такие, помните, да. И тут, значит, девчонки, идем, смотрим по проспекту Мира, была пончичная такая, эклерная. Такие большие витражные стекла. Смотрим, девочки с В-класса, а наши мальчики их, видимо, пригласили. То есть они нас отбирали и приглашали девочек с В-класса. Я там не была. Нет, я не помню, такого не было. Мы проходим, главное, по проспекту идем, они так прячутся папками, ребята наши, чтобы мы их лица не видели. Это вот были девчонки вот с 11 В. إذا بشرخازي عاقة شزينة يخا ناس كي عدنا حلرة حساب ولا شزكي عاقة يراقة ينخوز ينخويا خجيز هواجر زي خشون. Аҟәа иқәынхо Аԥсны иқәынхо ажәларқәа зегьы ирзеиӷьасшьар сҭахуп. Агәыбзиара, аманшәалара, аиҵыҵра, аизҳара, ишәлааит ҳаԥсадгьыл, ҳаԥсны, иҟаҵоу рацәоуп, ҳаԥхьаҟа ишьҭоу аусқәа рацәоуп, аҭынчра ҟалааит, ҳхәыҷқәа ирызҳалааит, ԥхьаҟа ицалааит ҳаԥсынра. Аԥсынра, аԥсуаа аԥсынра иагымзаап. Я хочу передать последующим поколениям и сказать нашим детям, что они очень счастливые люди, что они родились в таком роскошном, красивом городе Сухум. Пусть эта любовь передается из поколения в поколение, пусть процветает наш город, пусть будут только хорошие события в нем, красивые здания, замечательные люди, процветание нашему городу. Я считаю, что мы счастливые люди, что мы родились в нем. Очень счастливая. Не просто так, наверное, наша страна называется Апсны, страна души. И я хочу, чтобы в каждом сухумчанине, в каждом Абхазии, в каждом человеке, неважно, мне кажется, сейчас мы не о национальности говорим, а о всех проживающих в Абхазии, потому что все-таки Абхазия была многонациональной страной, а Сухум, он отличался своей многонациональностью. Что вот эта душа, о которой мы все время говорим, она была, как бы это была главная наша достопримечательность. Она всегда была, и я хочу, чтобы это так и продолжалось, чтобы вот, когда говорили, мы едем в страну души, мы едем в столицу страны души. Я хочу, чтобы это было так. Я желаю нашему любимому городу процветания и еще столько же лет, а возможно даже и больше. Хочется видеть уже возрожденные, именно те здания, которые считаются знаковыми, наверное, в нашем городе. Хочется их видеть не заброшенными, а в таком новом, возрожденном состоянии. Если это новые здания, то чтобы они были выдержаны, наверное, в общем стиле, в общей стилистике архитектурной. Хочется видеть побольше улыбающихся лиц. И не только сухумчан я хочу поздравить, но и всех жителей Абхазии, потому что все-таки Сухум — это не только наш город Сухумчан, но это наша столица. Мы все должны любить, ценить и беречь. Ну, прежде всего, я, наверное, хочу сказать, чтобы был мир, чтобы город процветал, чтобы люди были счастливы, побольше улыбок, не знаю, много детишек, смеха, радости и веселья. В такую дату, 2510 лет, нам выпала честь поздравить Сухум, поздравить Абхазию с тем, что столица празднует. Не каждая мировая столица такую имеет цифру, но это очень приятно, что вот эта городская культура на нашей земле имеет 2510 лет историю. Это на нас тоже накладывает определенную ответственность. Мы это должны пронести и передать. И спасибо, что вы нас пригласили. Охватить все было сложно, но мы очень старались передать вот тот дух довоенный, о котором вот вы нас спрашивали. И да, мое главное пожелание — это нашей молодежи, чтобы вот каждый нашел свое место, каждый реализовал себя, потенциал молодежи. Все знаково. Именно в этом году открылись вот эти артефакты на набережной. Все имеет свои смыслы, и пусть вот эти все разные дороги приведут нашу страну через реализацию молодежи к очень светлому, доброму, мирному будущему.
дай бог. Спасибо и вам. Рахшала гадыбш и харк шойт хайч шагера асбардла им пахкарц хварц халшит китабу хашар зги ам таква рамтат саквет и зым шарги галойта хавизги шубшайт шугала шрако герто хзейташ и табу шерги шнсна халит лумгала зги. Город, где у каждого есть свои любимые улицы, семейные истории, детские воспоминания и люди, которые дороги им. Всех с праздником, дорогие жители этого города!